хороший, ребята. Отличный окунь, ребята, попался. Опа. Вот такой окушарик. Все, отпускаем домой. Еще одна поклевочка. Опа. Это самый маленький окунь за всю рыбалку. Отлично. Красавчик. Суперски вообще. Значит, далеко плавать не надо. Нахожусь прямо возле лагеря, метров 20, наверное. Я думаю, что на вечерний клев по этому же берегу будем тоже рыбачить. Ну что, отправляем домой этого бойца. Опа. Супер. Так, ну что, дорогие друзья, в 7 часов небесная канцелярия отключила ветер и включила комаров. Солнышко садится, закат красивый, на улице тепло, птички поют. Окуньки поклевывают. Конечно, не на каждом забросе, но все, отпустили рыбу. Так, уже без якоря, ветра нет. Потихонечку сносит к лагерю. Обидная потеря приманки. Риджик 46. Очень жаль. Очень жаль. Но он сегодня свое отловил, удовольствие мне предоставил. Так что и на том спасибо. Все, штиль на озере. Так, ну, наконец-то. Тихо, тихо, тихо.
попался, который кусался. Так, и еще одна поклевочка. Ну-ка, иди сюда. Опаньки. Все, пошел. Опа.
Так, ну и подошел к концу сегодняшний день, и рыбалка. Красота, тишина. Просто супер. Гребем в лагерь. Сейчас что-нибудь перекусим. И будем делиться, кто чего поймал, на какие приманки. Просто чудо. Штиль. Запах костра с нашего лагеря он тянет. Ну что, дорогие друзья, вот и наступило утро последнего дня пребывания на этом лесном озере. Решили немножко, пару часиков порыбачить, и будем собираться. Окунь активен, гоняет мелочь. Сейчас будем пробовать его ловить. Вот прям возле лодки окунь гоняет. Ага. Вот прям возле лодки бьет. Так, сейчас попробуем поставить другую приманку. Что-то котлит. Ага, есть. Прям бросил в котел, и вот первый окушок. Он что творит. Сейчас будем по-быстренькому снимать и бросать, пока не закончилось. Активно кормится. Внутри окуня он малек выпал. Вот такой окушочек. Вот прям возле лодки котлит. Хавает малька. Так, ну что-то вот желтенький неохотно ест. Так, сейчас поменяем приманочку. Блин, вокруг меня идет бой. Сменил приманочку, поставил потемнее. И сразу же отозвался окунек. Ну, обстановка такая же, как и вчерашним утром. Вот на каждой проводке садится такой мерный окунь. Такие вот там чуть-чуть побольше попадаются. Сейчас попробуем камеру не отключать. Не получилось сделать дальний заброс, но окунь вот здесь возле лодки бьет. Значит, ребята ловят на микроджиг, говорят, что у них клев тоже неплохой.
Но я почему-то решил ловить на воблера. Ага, вот есть. Перед этим не добросил просто. Вот такие окушки. Оп, сейчас домой. Оп, отпускаем домой. Сейчас кто-то очень громко чихнул, но это явно не у нас в лагере. То бишь сюда еще кто-то пробрался. Ага, есть. Если добросил до нужного места, то стопроцентная поклевка. Стою без якоря, штиль пока. Конечно, подняться повыше нужно. На вчерашний перспективный участок. Но активные всплески окуня вот здесь активного меня остановили. Поэтому разговариваю еще, вот видимо пугаю их тут. Котлы сместились чуть вперед. Но вот на этом забросе, я думаю, должен клюнуть окунь. Да, я попал ему прям в голову, ребят. По всей видимости. Главное дело положить приманку в нужном месте. Не вижу смысла плыть на другую сторону, потому что решили порыбачить пару часов. И здесь неплохо клюет. Ага, есть. Нет, сошел. Время без 27. Долго спали. Ага, был контакт сейчас, но... Так, я думаю, все-таки подняться повыше. А, контакт был с травой. Так. Так, еще один забросик и поднимусь повыше. Активность окуня прекратилась. Наверное, мы проспали.
Поклевки есть, но не такие частые, как вчера. Так что, ага, ну, есть. Солнышко вот чуть-чуть поднялось. Вот такой некрупный. Съел прям в замок. Ага, вот все, сейчас отцепим. Все, отпускаем. Так, солнышко поднимается, нужно одевать очки. Хороший, ребята, окунь клюнул. А, он подбагрился. Я думаю, что как засопротивлялся. За плавничок отпускаем. Чем выше солнышко, начинается ветер, рябь на озере появляется. Я думаю, сейчас опять начнет дуть. Так, наконец-то, ребята, значит, добрых минут 20 ни одной поклевки, перепробовал все воблеры и добрался вот до такого воблера. Не знаю, что это, мини-шед, на нем написано. Когда в магазине мне его продавали, сказали, бери, какой-то чувак на него окуней здорово таскал. На равномерной проводке он уходит в штопор, а на рывковой довольно-таки интересно играет. На этот воблер я вот первый раз рыбачу, будем считать, что я его разловил. У него сзади вот лепесточек такой вот шевыряется, и окунь отреагировал. Убежал. Сейчас освободим, отпустим окуня. Уже неплохо. Ну и отпускаем его к своим друзьям. Так, время у нас уже, что тут, 7:30. Так, окунь что-то клюет очень плохо. Под лодкой вот схватил уже. Иду с плавом к лагерю. И кидаю. Наверное, нужно уже собираться потихонечку. Возле лагеря покидаю там. Посмотрю, как ребята будут возвращаться. Тоже нужно будет все собирать лодку. Уже подплываю к лагерю. И вымучиваю очередного полосатого разбойника. Вот такой. Отпускаем.
Последний раз так окуня я, наверное, ловил в Астрахани в 2010 году. Не припомню, чтобы вот была такая рыбалка по окуню. Ага, вот еще один. Там, наверное, где я сегодня рыбачил, я их вчера всех переловил. А здесь еще вот, пожалуйста. Это самый маленький за вчерашнюю и сегодняшнюю рыбалку. Тихо, тихо, сейчас отпущу. Да, самый маленький, ребята, которого я смог здесь поймать. Так, вот здесь вот два всплеска было. Сейчас попробуем на всплеск. Ага, есть, есть, есть. Тоже не крупный, но очень бойкий. Ух, за ним шел еще один, ребята. Вот такой. И за ним такой же бежал. Так, запуталось все у меня тут. Сейчас распутаю и начнем. Произошла поклевка прям напротив лагеря рыбачу. Попал? Давай еще разок отпускаем. Удачно подошел. Роман сделал пару фотографий. Отпускаем. Нет, сегодня это клюет что-то не так, как вчера. Я не знаю, как у ребят. Что-то покидал. Вначале нормально было, когда вот с утра только выплыли. Он тут и прям и плескался, и все. А сейчас что-то не особо. Там, кстати, кто-то кашлял в начале озера с берега. Но это были не наши. Да что такое? Так, ну что, дорогие друзья,
Мною принято такое решение, что это последний окунь. И я выхожу на берег и буду потихонечку сворачиваться. Рыбалкой остался очень доволен. В целом отдыхом. С погодой нам повезло. Отдохнули просто очень супер. Сейчас нам предстоит сбор лагеря и обратная дорога, так скажем, не дорога, а бездорожье до асфальта. Будем пробиваться. Я думаю, что тоже это все поснимаю. Видеоролик, наверное, получится длинный, или разделю его на два, посмотрим. Время 9 час. Александр вроде говорил, что планирует порыбачить до 10 часов. Вот. Но я все как бы иду на берег.